Добрый вечер, хайрлах шамлар на АТР Мазмазлар, в студии ведущий Эминя Джипар. Я Усман Пашаев. Наш сегодняшний гость, лидер партии «Русское единство» Сергей Аксенов. Добрый вечер. Добрый вечер. Который герой, наверное, первой декабря, потому что... Героем не считаю себя. Так что... информационный герой первой декады декабря в Крыму, партия которого теперь исполняет решение судов в Крыму. Оказывает гражданам помощь. Оказывает гражданам помощь. Мой первый вопрос – это которое по счету решение суда, которое вы исполняете? В части освобождения по самозахватам первое. Угу. То есть это почин ваш? Ну, что такое слово почин? Есть Юридически сложившаяся ситуация, которая была разрешена законным способом. Считайте, что почин, как угодно считайте. А у вас есть очередь из тех решений судов, которые вы готовы исполнять теперь вместо судебных исполнителей? Мы не подменяем собой АГИС. И решение, которое в данном случае реализовывали, было четко и ясно расписано, по которому граждане реализовывали принадлежащие им сооружения, споруды, как указано в решении суда, которое я вам передам. Ну, наверное, у вас должно быть непосредственно в студии, где граждане самостоятельно реализовывали это право. Способ реализации данного решения судебного был гражданам предоставлен самим, реализовать своими силами и рекультивировать землю. В данном случае мы его оценили правильно, решили этот вопрос в правовом поле Украины и анализируем ситуацию, в том числе теперь приходится вникать в ситуацию, какая, допустим, на других полянах протеста. Вот мы общаемся с коллегами, в том числе и с депутатами фракции Рух Курултай, обсуждаем ситуации и думаем, как дальше быть. В любом случае вопрос с самозахватами в Крыму должен быть разрешен законным способом, правовым. Это вы таким образом на себя роль Робин Гуда примеряете? Это вы называйте как угодно. Я думаю, что сегодня нет крымчан, которые равнодушно и спокойно относятся к тому, что у нас по краям дорог сегодня действительно вот такие, ну, мазанки или, как сказать, сараи из ракушки сложены, зачастую цементом даже не обмазаны. Я не думаю, что кого-то это радует. Во-вторых, само слово «самозахват». Ну, когда вот наши инвесторы, которые потенциально хотят с Крымом работать, слышат слово «самозахват», то есть как бы они говорят, мы понимаем это таким образом, что завтра мы придем, получим землю где-то, то есть завтра... Сергей Валерьевич, я могу договорить? Это прекрасно. Я могу договорить или не могу? Но вы не на вопрос уже отвечаете. Я могу договорить, но вы меня приглашаете просто. Не для того же, чтобы я вас слушал. Вы же хотите у меня спросить. Да, но про инвестора мы не задавали вопрос. Но я хочу спросить я точку зрения свою, я говорю просто. Или вы хотите... Спросить у себя точку зрения? Спрашивайте, хорошо. Я вам объясняю. Поэтому, когда инвесторы говорят абсолютно четко и ясно, что у вас существует возможность занятия гражданами несанкционированных земельных участков, гражданами любой национальности, мы относимся к этому отрицательно. Соответственно, то есть прогнозы инвестиционные, в том числе и по Крыму, как показывают непосредственно последние исследования различных органов, которые стандартизируют и присваивают рейтинги, ну, Крым падает в этих рейтингах. Кому от этого хорошо? Оценивать ситуацию, поэтому должны все власти, какой политики... самый большой самозахват в Крыму, на ваш взгляд? Вот из тех существующих самозахватов. Я по количественному отношению не определял и не систематизировал эти захваты. Да, почему? Мы их определяем с правовой точки зрения. В первый раз из всего, что она понимает под защитой прав граждан, решила освободить земли по решению суда, да, в молодежном, то, наверное, она должна была первым делом проанализировать наибольшее количество ущемлений прав этих граждан, да, и прав или инвесторов, я не знаю, кого вы больше сейчас защищаете, поэтому, ну, как-то странно мне слышать от лидера партии вопросов, я не знаю, я в количественном, защищаю в качественном, граждан, коллеги. в качественном показателе. Я уважительно отношусь к вашему каналу, но вы подаете, вот сегодня пытаетесь подать информацию, и точно так же это было на предыдущей передаче «Гравитация», то есть у нас выходит, то есть виновницы, это 17 пайщиц, которые сами себе получили решение, да, получили акты пользования на эти данные участки, сами подговорили остальных 300 человек из числа крымских татар, чтобы те захватили участки, сами, то есть, спровоцировали ситуацию в суде, сами, то есть, все это сделали, и они во всем виноваты. Вы же, вот, когда мы начинаем обсуждать с журналистами ситуацию, да, мы прежде всего от журналистов хотим чего? Объективности. Ну, то есть, чтобы было справедливое рассмотрение, то есть, как бы, всех вопросов. А исходя из... Подождите, вы за справедливость или за правовые решения? Я говорю, и за справедливое, и за правовое. Давайте разделим все-таки. В данном случае, так а мне не надо делить, в данном случае оценку нашим действиям дадут правоохранительные органы. Вы узнаете об этом как средство массовой информации всех запросов. Я абсолютно спокоен, что я и мои коллеги закон не нарушили. Оценку вам, как вам оценка? А с точки зрения моральной, непосредственно, то есть я сейчас считаю, что я прав, мы действовали абсолютно правильно, законно. При наших действиях не пострадал ни один человек, однозначно. И строения, принадлежащие пайщикам, а когда применяют слово, мы говорим погром. Погром это мы говорим за чужое имущество. Извините меня, если четко в решении написано, что это собственность конкретного физического лица, которое его демонтирует, как можно применять слово погром? А можно нам режиссеры включат еще раз видеокадры исполнения решения суда?
Да давайте рубаните уже это, мы же ничего не успеваем за вами. Раз, два, три. А, как они на глине, тут постоянно, а? Ты вот это заснял? Федерации греко-римской борьбы. Но партия же взяла на себя ответственность, да? Это не Поэтому- значит, что у меня могут быть там члены Федерации греко-римской борьбы. Может быть и были. Там были мои однопартийцы и мои коллеги. Однозначно. Так федерация исполняла или партия исполняла? Я еще раз говорю, члены партии оказывали содействие гражданам в исполнении судебного решения. Причем тут Федерация греко-римской борьбы. Ну, просто интересно, вы же в одном лице, по-моему, и Да. лидер федерации. Почему вы Конечно. федерация не Я исполняете? спортсменов не приглашал. Какой ваш следующий шаг в какой отстаивании части? справедливости? В какой части? Вы в такой же части, например, какой Ну, следующий по самозахват? справедливости Да, или ну, по принципу борьбе права, за я не знаю, что вы справедливость. же Принцип все это в права. одну кучу смешали и не даете разделить, нет, да? Нет, смешали, Вы сейчас взяли, смешали это вы, коллеги. Мы То есть, как бы, смешали. ну, конечно, смешали журналисты. Нет, Вот в да. данном случае ваш канал, ну, простите, я договорю, если вы меня пригласили на передачу, ну, послушайте вроде- мою точку зрения. Если, Конечно. если не приглашали, то нет вопросов. А вы не спекулируете этим, мы будем задавать вопросы, а вы Я не будете- спекулирую, а вы я вам на отвечаете. них отвечаю. Но я Хорошо. пришел высказать свою точку зрения. То есть, как бы, пока что та точка зрения, которую я пытаюсь представить на вашем канале, никто ее не хочет слышать, да, потому что, во-первых, вы, всю неделю до этого вы ведете ситуацию в одностороннем порядке о том, что, ну, практически между слов у вас звучит четко и ясно, да, что поджог мечети и снос самозахватов это одно дело, у вас оно, ну, абсолютно не расходится. С точки зрения тех вопросов, которые задавались на передаче «Гравитация», ну, это вообще абсолютная А провокация. давайте отойдем от передачи про гравитацию. Так, и мы перейдем говорим, так вы хотите по в существу, Мызлар. так вы хотите, я же не против, но вы хотите по Потому что существу в проблеме разобраться. согласно закону, общественно-политическая сила ни Да. одна не может выполнять судебные решения. Да. На это есть определенные органы. Что вам дает право Да. быть в качестве таких исполнительных Объясняю. В органов? тех решениях, когда меня лично, как физическое лицо или моих коллег, будут обязывать исполнить решение самостоятельно, они вправе обратиться к гражданам, друзьям, своим коллегам и пойти исполнить данное решение. Ой, если у при меня этом сейчас никому, экспромт. если при этом никому не причинен ни материальный, ни моральный ущерб. Хорошо. Если в решении напишут: господин Аксенов, ты должен сам снести, и при этом у меня есть переписка у Аксенова, то есть о том, что я написал в АГИС, в милицию, написал народному депутату, одному из народных депутатов письмо, при этом все без исключения, то есть отвечают гражданам о том, что дело спасения, так сказать, утопающих, дело рук самих утопающих, вы сами, согласно решению, реализуете, то простите меня, какую мы должны занимать То есть позицию. вы подвергаете вопросу, да, и нашу судебную систему. Что такое? Я исполнил конкретно решение суда. В чем я подвергаю, в чем я сейчас Подождите, подверг сомнению? Объясните. Смотрите, у меня экспромт, вы говорили, что готовы к экспромту, а у меня экспромт. Да, У меня есть именно так. решение суда насчет меня. Да? Вот я был Да. в Киеве какое-то время лидером журналистского профсоюза, был уволен за каналом за эту деятельность. Есть решение суда после Верховного суда, да, который принимал по этому поводу решение. И вот буквально на днях от своего представителя узнаю, что судебного исполнителя не допускают даже на этот телеканал, это телеканал СТБ, для реализации этого решения. То есть сейчас по логике я просто вот пишу заявление на имя депутата и лидера партии «Русское единство». Можете Вы же написать, всеукраинская без вопросов. партия. И вы Да. вместо АГИЗа Вы выбиваете, подменяете, вот вы выбиваете скажите, мне на телеканале ну СТБ рабочее вот место, какой, да? какой у вас объективность, о какой объективности Подождите. идет речь, если вы не хотите прочитать решение суда конкретное в отношении конкретных граждан? Я вот честно не могу понять. Вот вы говорите о том способе, где АГИС должен исполнить, его не пускают, Сергей Валерьевич, а я вы- говорю о вы- способе, где граждане должны исполнить сами решения. Вы помогаете гражданам? Когда Вы помогаете написано, гражданам? когда в решении будет написано, что журналисту Амару Пашаеву, то есть непосредственно... ладно, пусть Амару, пусть- ничего. Извините, если я Осману, простите. Ничего страшного. Да, и что ему, то есть, реализовано самостоятельно войти на телекомпанию СТБ, то есть реализовать право, заставить их показать непосредственно, что вы их заставили показать ситуацию. Вы вправе обратиться ко мне, я готов с вами обсуждать вопрос вам конкретной И, то помощи. есть и русское, Юридической и и русское практической. единство будет обеспечивать мне рабочее место на СТБ. Я обеспечить рабочее место никому не могу. Я могу в части своей ситуации, которая в рамках, допустим, того, вот, как моих полномочий как гражданина, могу оказать содействие гражданину. Ну, Вам в том числе. Подождите, но если вы уже решили, что судебные решения вы можете исполнять как партия и помогать гражданам защищать свое право после принятия суда, то ведь можно же по-разному помогать. Можно, например, не допускать нарушения закона, да, вот как бы, и нарушения прав до решения суда. Вы же русская партия, ну, как бы, да, русского единства. Вот моя коллега Татьяна Черновол еще в прошлом году сделала материал по Севастополю. Это же город русской славы, да? Конечно. Русской славы. Вот. И в этом городе русской славы были такие русские пушки, которые символизировали победу в русско-турецкой войне 19 века. Да? И пару таких пушек, исторических пушек, теперь срезаны в центре города, в центре Севастополя, и находятся на территории, которую называют дачей старшего сына президента, да, Александра Януковича. Ну, эти фотографии Я не есть. читал.
Так посмотрите, поинтересуйтесь, Посмотрю, вы же русская поинтересуюсь. партия. Конечно, Это ваши поинтересуюсь. русские символы, Я русский поинтересуюсь. город. Так может вам начать поинтересуюсь. побывать на даче Саши Януковича, взять эти пушки, Я вернуть их могу, на место? я могу вам сказать одну вещь, что мы абсолютно четко и ясно реагируем на все обращения граждан, которые к нам поступают. И когда мне начинают задавать вопросы, то есть касающиеся всего Крыма, а потом и начиная Украины, услышьте меня, я готов реагировать на законные любые действия и обращения гражданина. Вот вы как журналист мне напишите: Аксенов, есть решение суда, по которому пушки незаконно снесли, Понимаете, и Сергей по, ним, Валерьевич? и по ним надо принять решение. Услышьте, вы же подменяете ситуацию. Какую Вы же- ситуацию я подменяю? Очень просто. То есть, как бы вы говорите о том, что мы подменяем АГИС. Вы опять в утвердительной форме говорите. Никто из вас не хочет дать юридическую правовую оценку данным действиям. А если вы пригласили бы юриста, да, там, допустим, любого, да, то есть, ну, со своей стороны даже, который, прочитав данное решение, четко и ясно бы сказал: дорогие господа, другого способа реализации данного решения нет. Давайте уберем, что была политическая партия. Представьте, мы не сделали бы утром заявление, что это мы были там. Что пришли вот эти женщины со своими родственниками, пусть бы их было в количестве, то есть там больше 20, 30, неважно, и реализовали бы это право. Скажите, что бы было? Подождите. Нет, что бы было, скажите? Что бы изменилось в данном случае с этой вы всей для себя- Сергей ситуацией? Валерьевич, Проясните, я не подождите, могу вы понять. перепутали программу. Вы сейчас не на гравитации, вы сейчас Да. на мозмузлах. На этой Да. программе мы приняли по умолчанию, что партия «Русское единство» может выполнять решение суда. Это вы так для себя приняли? Так, конечно, мы для себя приняли. Да. Мы, то есть в рамках Принимайте, это этой ваше парадигмы, право. которую вы на самом деле уже установили, мы в рамках нее рассуждаем дальше. Коллеги, просто. может быть, это вы установили, что вы сегодня ситуацию, Хорошо. вы уводите в сторону от А самозахватов, куда? А вы вы рассматривали? уводите всю ситуацию в сторону от самозахватов. Подождите. Вы вообще, вот на мой взгляд, вы сегодня извините, но если Да. я выстраиваю логическую цепочку, да, там, всегда, когда происходит какое-то действие, да, значит, это кому-то выгодно, да, там, в любой там, с точки зрения. И когда мы выстраиваем такую ситуацию, мы смотрим, кто же сегодня больше всех защищает сегодня самозахваты. То есть у нас, по сути, передача о том, что у нас захвачено там, на самозахватах стоит около 13 тысяч крымчан различной национальности, да, там, ну, большая часть, наверное, крымские татары. То есть, как бы, а мы сегодня обсуждаем вопрос, каким же способом мы снесли. Почему же мы не обсуждаем, если вы пресса, вопрос, как их захватили. И почему сегодня вот в 2010 году, когда непосредственно мы предоставляли видео, информацию о том, как с этими женщинами обходились в 2010 году, в 2010, на что есть акт соответствующий и постановление об отказе возбуждения уголовного дела милиции. Да я вам отвечаю, потому что мы обсуждаем сейчас не самозахваты, а исполнение решения Понимаю. судов. Ну, потому что вам Так как об этом. нужно. Почему? Поэтому вы его и А обсуждаете. вам, слушайте, Сергей Валерьевич, я вам скажу, а вам нужно устраивать пиар-акции, на котором вы заработаете очки, но при этом вы будете выполнять решение суда и защищать там граждан, где не получите по шапке. А там, где получите... Вот в Кедр вы не пойдете. послушайте. В Алушту вы не пойдете. Послушайте, защищать- вы вообще, Вы не вы вообще заберете можете обратно. не волноваться, что я вообще никогда не волновался получить от кого-то по шапке. Уважаемый господин Пашаев, то есть, как бы, и вы когда мне такие вещи говорите, то есть я вообще не переживаю абсолютно никогда ни за какие мнения, которые там со стороны или кто-то от кого-то получит. Я в свое время спорил здесь со всеми без исключения, когда все сидели молча, господин здесь Гриценко управлял ситуацией, все сидели молча. Вот как в данном случае ваши коллеги, в том числе и соотечественники, сидели молча, когда вашего журналиста, коллегу оскорбляли в Верховной Раде Крыма, да, там его там вытирали об него ноги. Почему-то высказался только один я. И героев, то есть как бы никаких, хотя журналист работает в везде крымско-татарской вы звучали, студии, вы звучали. которая в крымско-татарской студии работает, я не слышал, в том числе и тех, которые были на гравитации. ну, на АТР Услышьте ваша меня, цитата услышьте звучала. меня. Нет, я просто говорю. Поэтому я вам... Не поэтому говорите я вам- просто. Давайте тогда, ну, мы говорим просто или не просто. На АТР Да. вы звучали, вы защитили, вы встали. Вы сказали, что Мельника... Ваши коллеги не защитили. Подождите, мы несем... Я не ответ- слышал. Мы несем Я не ответственность за слышал, всех коллег. я не слышал о высказываниях, то есть как бы в адрес, то есть как Сергей бы Валерьевич, кого-то со вы стороны отвеч- соотечественников и вы- организаций общественных. Вы отвечаете за все русские партии, которые Нет, есть? конечно. Только за свою партию. Конечно. Да, мы отвечаем только за свою студию, за свою редакцию. Вы да? в однобоком Ваша порядке партия Вы рассуждаете. прекрасно владеете, ну, как бы, и риторикой, и умением уводить, на самом деле, от темы, как бы, Это хотя вы обвиняете нас. владеете темой задавать тон, который нужен вам, то есть как бы вы его задаете, я не спорю, А это какой ваше тон мы право. задали? А можно Какой вопрос? тон задали сейчас мы? Тон? Да. Вы тон так и дальше подводите ситуацию к тому, что данный конфликт, что это межнациональный конфликт и так далее. В- И тон вранье. задается, Не- и Это не тон звучало. задается. Не Ну, звучало. подождите. Ну, вранье. Я, Ну, вранье. во-первых, я еще раз говорю, у вас шли опросы изначальные, посмотрите, нас- как они были скорректированы и висели за неделю до передачи, в том числе и гравитация, которые висели на вашем сайте. Можно вопрос? Никакой объективности, ни Сергей в вопросах, Валерьевич. ни в ответах не было. И когда я Скажите, слышал пожалуйста. начало любой передачи, мне говорят, как вы оцениваете снос самозахватов? Как погром, бандитизм или хулиганство?
Но даже из вариантов ответов никто не говорит, оцениваем как справедливый вариант освобождения в данном случае решения суда. То есть вы заведомо формируете мнение у людей, причем я могу сказать спасибо крымским татарам, которые действительно поняли, что в данном случае это не межнациональный конфликт, исходя из голосования, да, вот, которое было на гравитации. Сергей Я Валерьевич, договорю, можно? Я уже, если нет, вы скажите, я говорю, лишите меня голоса. Да, я лишаю вас выйду. голоса, потому что Да. вы сейчас манипулируете. Чем я Вы манипулирую? под впечатлением, по-моему, пятничной программы Чем я «Гравитация». манипулирую? Тем, что вы вспоминаете то, чего сейчас здесь не происходило. Вы приглашены на программу «Мазмазлар», Да. у которой есть свой формат. Да. Вы имели право ее не смотреть никогда до этого Да, в я жизни. не- да, к сожалению, не Здесь смотрел. не звучало ни про межнациональный конфликт, никаких опросов. Здесь вам предложили поучаствовать вот в такой, знаете, телевизионной почти игре, да, как исполнение решений судов по справедливости, по закону, да, как бы, и поговорить на эту тему. Конечно. Вы- Только разговор уходит от главной Вы темы. когда-нибудь для Подождите, себя главную тему вы рассматривали? задаете здесь. Ну, дело в том, что я понимаю, что есть приоритеты, да, по любой теме и по любому проекту. То есть, как бы на меня, например, на сегодняшний день больше волнует, да, что сегодня стоят действительно самострои вдоль всех дорог. И меня волнует то, что сегодня люди не могут получить землю по Конституции, да, которая им положена по праву. Так Вот что это меня вас- волнует. Подождите, вас больше волнует что? Как люди не могут получить землю по Конституции? И как землю не могут получить. в том Я числе. попрошу режиссеров показать нам второй видеокадр, а это видео снято нами в понедельник под Симферопольской районной государственной администрацией, где люди годами стоят за получением госактов. Наверное, эти новости наши вы тоже не смотрите, Не да? смотрел, к сожалению. А что вы смотрите? Не вообще успел из просто. новостей? Не успеваю, вот ночью только, так сказать, могу включить телевизор, вот то, что идет после 11 Вот, часов кстати, вечера. это русские люди. Да. Скоро инфаркт будет. А у меня сын погиб. Вот 1,5 года, внуки остались. И я не могу, я на квартире. Эта женщина 3 Вот, года спасибо, стоит. что подсказали. Я теперь вот как раз по этому Знаю, вопросу. за Спасибо, кого что, бороться, да? спасибо, что А подсказали. вот на каких людей вы работаете? Записались Вот. 22-е. Это вы так считаете, да? Подождите, а он- 22-й. И ничего, мы Нет, не это можем человек, тут который от добиться. отчаяния? Тут надо не с этими камерами, тут с разнометом надо идти и валить с разnomета. Вот которые готовы уже на такие методы, да, с гранатометом, с Спасибо ремонкой. вам, что вы показали. Я найду вот людей, которые действительно вот там стояли в очереди. Спасибо вам, если вы еще материал И- дадите редакции. И выясним все вопросы. И поверьте, какими я методами вы отреагирую. будете Подождите, и вам, отстаивать их и вам, правду? и вам даже, Давайте- и вам отпишу, как у нас закончилось общение с этими людьми. И давайте, Спасибо, Богдан, спасибо вы, за наверное, информацию. прекрасно знаете, что это проблема не только Симферопольского, Не только, конечно. управления земельных ресурсов, очереди, невозможность получения госактов. Однозначно. Это проблема не межнационального характера, да, и понятие межнациональный Конечно. конфликт, это сегодня вы на этой программе поняли. Мы даже так не формулировали, Вы не тонко задачу. подводите ситуацию. то Как есть, мы как тонко? бы. С какой, Вы насколько тонко тонко? подводите Где эта тонкость? ситуацию. Насколько тонко? Она всегда звучит... В каких моих словах или Она не это- звучит это было? всегда в подаче информации, Всегда, в подготовке, то есть непосредственно вопроса и опроса. И вопрос в том, что вас интересует не первостепенная тема, самозахват, уголовное преступление, а вы говорите о самоосвобождении. То есть я понимаю, так вас не интересует процедура, ни как захватили, ни кто пришел, ни у кого забрали. Во всем виноваты 17 пайщиц, я понял, согласно вот той логике, которая выстраивается. Они сами все спровоцировали, они сами все захватили. Это не так, заявляю вам. Но господин Аксенов сам Нет, я бы сталкивается с предложил вообще проблемой господину узаконить Аксенову, вот свою сколько у нас до землю. конца программы 27 минут вообще, чтобы нам замолчать, потому что Хорошо. и Кто? он 27 минут может говорить. Я молчу, конечно. Вы В модерируете 90-х ситуацию, годах вы пожалуйста. купили землю, это 3 гектара земли на берегу Чуруксу, да, это на территории Орта-Медресе. Это территория, там находится здание культового, то есть культовое сооружение, да. Насколько вы готовы отстаивать эту землю до конца? Это где вы говорите? О чем? Это Бахчисарайский район. Это сокоэкстрактный завод. Да, конечно. Я знаю ситуацию. Ну и кто будет защищать вас в таком случае? А в чем защита должна быть? Объясните. Сегодня у предприятия есть право собственности на здание и сооружение. Без всяких проблем, которое действовало А вас не смущает, в что течение эта 50 территория- лет. Я договорю, я просто тоже. Вы мне же не задали вопрос. У предприятия право собственности на все здания и сооружения. Не отводится земля, а выделяется по действующим комплексам, который когда-то работал. Вопрос о том, что там медресе, то есть был поднят давным-давно. Мало того, я встречаюсь с вашими коллегами, в том числе с господином Чубаровым, вы зададите ему вопрос. Я предложил и сказал, что давайте выйдем с положения таким образом. Предприятие отремонтирует, восстановит в прежнем виде Орта медресе, поскольку предприятие заинтересовано в создании национального культурного памятника, который бы действительно привлекал туристов и имел возможность его использовать по назначению. На что нам сказали, вопрос так не обсуждается, только о передаче в собственность территориальной общине. Подождите, у нас мы не принимались, условно говоря, и те люди, которые подписывали акты приема передачи и в советское время, и после, когда акционировалось предприятие, ничего не знали и не видели ничего о медресе. А вы хотите эту мы, землю? мы предложили на тот момент, даже вот в Бахчисарае, да, то есть как бы сессии были. Мало того, я встречался и общался с Рифатом Чубаровым, когда он меня просил, давайте мы остановим вопрос, не будем вносить
на голосование, да, хотя, ну, по голосованию... Эта земля вопрос вам бы нужна в прошел. собственности? Эта земля конкретно, 3 Тобто гектара земля земли. предприятия, принадлежащая юридическому лицу, с госактами, которые были на этом все время, на этом предприятии, с правом собственности, Зачем со вам эта свидетельствами. земля? Как любой предприниматель землю, предприятие, то есть для использования в коммерческих целях приобретает. В каких коммерческих целях вы хотите ее использовать? Я показывал господину Чубарову, то есть проект и передавал, что вы спросите, зададите ему вопрос. Нет, ну кроме господина Чубарова нас смотрят Я еще объясняю, тысячи то есть, как зрителей. бы, там есть проект реконструкции, именно построения комплекса, который исторически похожего на Ханский дворец, с размещением, со структурой. Я передал в том числе и представителям То есть это будет Меджлиса, бизнес для вас. в том числе и представителям, и бизнес в том числе, Как вы конечно. зарабатываете деньги? Я как зарабатываю? Я предприниматель, я консультирую людей. И чем вы консультируете? В смысле, ну, как чем? консультируете? У меня, В каких сферах? у моей семьи, то есть есть недвижимость, это площади, которые мы сдаем в аренду, моя супруга и я. И в том числе, то есть я консультирую, оказываю консультации, юридические, практические, там любые, ко мне обращаются как к депутату по различным вопросам. В формате нашей программы мы часто интересуемся у гостей, как много они зарабатывают и прибыльны Да. ли у вас консультации. Ну, до 500 тысяч гривен в год я лично зарабатываю. Вы несколько минут назад обвинили нас в том, что мы не хотим разбираться в том, как эта земля выдавалась и как она захватывалась. Но вы уже нам перед программой сказали, что в понедельник вы по этому конфликтному Да. вопросу встречаетесь с вице-премьером крымского правительства, с участием Я, Чубарова. Рифат да, Чубаров, Рамзиль Ильясов, да. и с Господин Георгием Псарев еще, да. Псаревым, да, Да, который именно возглавляет так. комиссию по этим всем земельным вопросам в Крыму. Если углубляться в эту тему, то там же известно, что ее для сельхозназначения невозможно использовать. Потому что Там- она блокирует там молодежное 3, невозможно использовать так молодежное называемое 5. понятие сервитута, иначе люди, живущие Смотрите. в молодежном 3 и молодежном 5, 5, не смогут просто физически выбираться, да, ну, если это К будет земля дороге. сельхозназначения. И То есть коммуникациям. там может быть только земля, или просто пустырь, или строительный мусор, оставшийся после вас там, да, или После нас. Это строительный мусор, не мусор, а ракушка, да, которая принадлежит пайщикам. Это не строительный мусор, она еще где-то может быть использована. ракушка пайщикам принадлежит? Конечно. По решению суда я вам передам решение сегодня, чтобы у нас не было, чтобы никто Ну не да, удивлялся. хорошо. Конечно. Где сказано конкретно в решении, что конкретно каждая споруда из 400 камней, которая состоит, все вместе принадлежит пайщику. Подожди, вопрос в том, что ее нельзя использовать по сельхозназначению. Это второй вопрос, технический. Вчера на встрече с господином Чубаровым и с господином Ильясовым мы обсуждали эти вопросы. Как вы готовы Я говорю, решать предоставьте документы, и мы будем обсуждать вопрос. На что готовы вы пойти? Готовы ли уйти оттуда пайщики, 22 пайщика? Ну, подождите, давайте говорить так, что такое слово «уйти»? Для того, чтобы Предлагают вообще... аналогичную землю на 11 километре. Смотрите, предлагать могут, это нормальный процесс в любом бизнесе, для любого предпринимателя, человека, владеющего собственностью землей, любой процесс бартера, обмена там и так далее всегда обсуждается для любого человека. Да? У людей стоит цель, то есть в данном случае их участки это материальные активы, которые им принадлежат, и они хотят с них зарабатывать какие-то деньги, большие или маленькие, второй вопрос. Поэтому в данном случае, если бы власть в свое время, допустим, там, или райгосадминистрация пригласила бы людей, объяснила бы ситуацию, что произошла техническая ошибка, я не знаю, я не видел еще документов, о которых вы говорите, о том, что там нет возможности использования по Если сельхозназначению. вы их увидите. Подождите, вы могли изучить вопрос. Если уж вы беретесь за решение конфликтной ситуации, то вы, наверное, глубже нас изучили этот Проясняю, вопрос. я его изучил. Для Да. меня основным документом это является полученный в 2004 году, то есть госакт на право владения, то есть этим паем, конкретным собственникам, выданный нашими государственными органами. Для меня лично. Это основной документ. Второе, с точки зрения совершения действия, это решение суда. Поэтому я и оценивал четко с точки зрения решения суда. Целевое назначение, о котором мы говорим, если там есть технические ошибки, райгосадминистрация незаконно выделила людям по каким-то соусам, то есть земли, которые не могут быть использованы по целевому назначению, это второй вопрос, который в дальнейшем будет обсуждаться. И мы договорились в том числе и со своими коллегами этот вопрос обсуждать. А вы доверяете всем решениям суда в этой стране? Нет, конечно. А как вы их сортируете? Те, которые вы будете помогать исполнять, и те, которые у вас не В вызывают данном доверия? случае, повторюсь, я 10 раз говорю, там, где граждане сами должны его исполнить, по тем решениям я буду консультировать граждан. АГИС мы с собой не подменяем, службы мы с собой не подменяем, милицию, прокуратуру мы с собой не подменяем. То есть то, что произошло, это, в принципе, одно из направлений консультации граждан, да? Конечно. Спасибо. Люди пришли на прием к депутату районного совета, к Макееву, непосредственно, с проблемой конкретно. Мы ее изучили, написали во все райгосадминистрации, то есть касаемо, во все организации государственные, чьих полномочий касалось решения Для данного чего вам вопроса. отстаивать интересы граждан? Какие вот Это какие проблемы? уставные задачи партии. Просто я не знал, Любая что... партия отстаивает интересы граждан. Ну, у вас как бы и ночные консультации, получается, есть, да? Консультации могут быть в любое время, в законе не сказано, в какое они могут проводиться. То есть я так понимаю, в принципе, если я на руки получу решение суда о том, что я должен сам себя обеспечить... Вы ко мне можете обратиться. И мы так, Да, вы пишите, можете часа даже- в 3 ночи
Ко мне с в вами. любое время вы можете Вы же обратиться. всеукраинская партия, в Киеве вы Конечно. тоже можете действовать, да? В Киеве можем действовать. Вот, ну, насчет, все-таки вернемся тех решений и госактов, которые, ну, получены согласно процедурам. Вот, да, вы же депутат Верховной Рады Крыма. В прошлом году, да, на Новый год был сделан подарок с кедром. Вы, кстати, за него, наверное, не голосовали. не да? голосовали. Вы не голосовали. Конечно. А как вам вообще это выделение земли? Я процедуру могу сказать юридическую, да, по поводу обжалования, Да. имеют только органы государственной власти. Госпожа Кужель со своим мнением писала запрос по данному объекту. А ваше мнение? Я Ваше сказал, я БСГ? не голосовал и считаю, что без обоснования инвестиционного плана конкретного и понимания гражданами и нами, то есть в том числе, что получит государство, община, громада непосредственно в результате использования заповедника, поскольку я их не увидел, сказал, я голосовать за этот вопрос не буду, не собираюсь. Не, ну вы в этой ситуации вы самоустранились. Но это В какой же, части? ну, вы не голосовали, но никак и не реагировали, да? Вы не попытались... В случае, если мы напишем запрос как мы должны господину реагировать? Вы реагируете. Я точно так же напишу сначала запрос в органы государственной власти, в прокуратуру, в милицию, которая мне ответит. Мы провели определенное расследование, провели такие-то действия. В данном случае мы видим вот такая ситуация. Если вопрос сегодня для меня с юридической точки зрения будет понятен, что он в поле моего разрешения, А вы поверьте, мы подобное будем сделали с действовать. молодежным? Вы изначально обратились во все? Да, я вам переписку всю дам. Мы во все в милицию, в Для АГИС себя обратились. вообще рассматривали другой вариант решения этого вопроса, не сноса? Ну, смотрите, во-первых, мои коллеги написали письмо депутату Украины Вы рассматривали Мустафе Джемилеву, другое? объясняю, то есть, как бы, если бы нам, то есть, ответили и хотели бы диалога, ну, наверное, бы, то есть, кто-то бы либо снял трубку, вот я вчера говорил коллегам, да, то есть, если бы я получил запрос письменный, я бы, наверное, нашел вариант, как отреагировать на вопрос. Но мы же не получили ни одного ответа абсолютно из единственной инстанции. Кстати, от вот господина народного депутата. а вы- Поэтому говорить о нежелании нашем, то есть, вот по А большому было счету, желание такое? Конечно, мы написали письмо официально, что давайте примем решение, давайте рассмотрим вопрос. В частности, у пайщиков есть решение. Копии я вам предоставлю писем. А вы С на- датами, с отправлением, как положено, все отправлено. На упомянутый и вами в июле месяце, и прежде посмотрите, всего если в поисковике вы найдете гравитации, тоже эти же письма все. Сергей Валерьевич, вы на гравитации сказали, что после того, как вы провели ночную консультацию граждан на массиве Яшлык в Молодежной, да, вы первым позвонили Чубарову и уже проконсультировали его о совершенных вами. Да, я в среду я позвонил. Не он мне, я позвонил ему. Спасибо, что вы дополняете мои вопросы. Я еще вопрос не задал. А звонили ли вам после этого кто-то из правительства? Там... Никто не звонил. Ни в период, ни до, ни после. А как вы думаете, почему? У правительства своя точка зрения. Да, вот мы будем встречаться с господином Царевым и выясним этот вопрос. Ну вот Могилев на своей позавчерашней, да, пресс-конференции после выхода, нет, вчерашней пресс-конференции после выхода из отпуска сказал, что это авантюризм, это в адрес вашей партии, и что подобное решение — это гасить костер, огонь Бензином. бензином. Да. У каждого политика свое мнение, да, на существующие и происходящие действия. Я лично сегодня считаю, что я прав. Пусть вот правоохранительные органы закончат разбирательство по данному вопросу, и с точки зрения юридической у нас будет логичный Но вы, ответ. вы согласны, А что то, что- самозахват — это костер в Крыму? А то, что политик сегодня должен любой, Мой вопрос, любой вы политик, согласны с этим сравнением, Да. что самозахват — это костер своего Конечно. рода? А чем вы его гасите, получается? водой, То есть это вода. конечно. Но мы же судили сначала, если бы люди пришли бы с госактами, не имея судебного То есть решения, просто с Могилевым- изначально, если бы люди пришли, не имея судебного решения, это было бы То есть с самоуправство. премьер-министром у вас разные представления о воде и бензине. У каждого своя точка зрения. У меня она такая, что мы действовали полностью в правовом поле, и я не сомневаюсь в своей правоте и своих однопартийцев. Я думал, что разные точки зрения бывают на философские концепции, да, а на химические соединения все-таки одна точка зрения. Каждый политик может Такие иметь свою методы точку борьбы зрения. для вас привычны, учитывая прошлое, с которым вас связывают? Какое прошлое, с которым меня связывают? Во многих источниках, интернет-источниках существует версия, связывает вашу фамилию с организованной преступной деятельностью, да? В интернет-источниках сегодня, по-моему, за любого человека, да, которому... Были открыты уголовные дела на вас за вымогательство, хранение патронов, Абсолютная чушь. Сделайте запрос, чтобы мы наркотиков. сняли, сделайте запрос, а потом дайте опровержение. Вот вы сделайте, я вас прошу, как журналистов, чтобы мы потом, чтобы не я вам носил документы, а вы, как независимый, сделайте запрос, какие были дела возбуждены по Аксенову, за какие хранения, и на следующую передачу пригласите Вы меня. дрались с людьми? И пригласите меня на следующую Хорошо, передачу. Ни одного уголовного дела в отношении меня никогда не возбуждалось. Я не находился никогда под следствием. Абсолютное вранье. И не свои А даже не физически комментирую. расправляться с людьми вам приходилось? Когда вы говорите такие вещи, Нет, ну я абсолютно просто глупые. спрашиваю, я не Конечно, нет. говорю. Я не говорю, я конечно, а спрашиваю. в 90-х годах в Крыму был персонаж, которого называли Гоблин? Или это или Слушайте, вам неизвестно? Ну, вы прочитали там сказки. Да, прочитали, Да мы в не интернете. прочитали, мы хотим у вас услышать как первый источник. Я никакого отношения никаким оргпреступным группировкам не имел, не имею, под следствием не находился, не осуждался, не был осужден, даже никогда не вызывался на допрос в качестве подозреваемого.
А чем вы занимались в 90-е? Я всегда занимался бизнесом. Каким бизнесом? Если 90-е вы бы я занимались? не занимался бизнесом, то есть как бы я непосредственно бы не пошел бы никогда Ну, в вот в 90-е, политику. например, в Я бы, период с 92 по 97. если хочешь узнать о себе все, пойди в политику, да, то есть как бы вам расскажут о себе всю ситуацию. Поэтому мое решение заняться политической деятельностью было осмысленно, поверьте. И я четко для себя абсолютно понимал, что когда будут против нас, то есть выставлять себе ситуацию, у меня есть что сказать. Господин Гриценко, против которого мы поднимали в данном случае гражданский актив Крыма, я в составе этого гражданского актива, поднимал вопросы все на сессиях по снятию, по разделу земли, по принятию незаконных проектов, которые лоббировали водочных производителей. То есть как бы, мы поднимали вопросы. За нас искали, все, кто только можно, писали гадости, платили людям деньги, искали материалы, в том числе за меня, за моих коллег. Писали там в прокуратуру, обращались десятки раз на президента Ющенко лично ему писали. Каким конкретно бизнесом вы занимались в период с 92 по 97 год? Я работал как частный предприниматель, занимался торговлей. Это было- Мои родственники были частные предприниматели. То есть люди возили в Турцию товар, у меня ездили, мои родственники все. Возили текстиль, возили продукцию другую. Ну, соответственно, вы не могли не пересекаться, да, с теми элементами? Они как минимум Конечно, могли все- вымогать. Все со всеми пересекались. А вот с вас кто вымогал? Никто Кому не вы вымогал. платили? А Никому почему? не платил. А почему вы не Ну, платили? потому что я такой, я никогда никому не платил. Ну вот Беримский нам объяснил, я не платил, потому что у меня была структура, фактически там, спортсменов, которые просто охраняли меня от этого беспредела. У каждого да? по-своему. А у ко, вас что? ко мне, воле случая, значит, никто не подходил. Я не общался, и на меня никто не пытался наехать сегодня с какой-то с точки зрения позиции силы и вымогая у меня деньги. То есть ни по именам, ни по прозвищам, соответственно, вы никого не знали. Послушайте, знал я, может быть, очень многих. Мы говорим сейчас о конкретных ситуациях. Так На давайте меня, поставим никто, тут- на меня никто не наезжал, у меня никто не вымогал, то есть никогда Так мы ничего. в телеэфире поставим точку. Гоблин Давайте. существовал в Крыму или не было Я такого? не знаю, кто такой гоблин. Ну вот и все, не было такого. Да, я же его персонажа первый в раз Крыму. слышу вот от вас. А говоря о Гриценко, мы должны подразумевать, наверное, ну, и господина Мельника, да? Ну, конечно. Вот. Вы высказались в его отношении, что его надо лишить мандата. Это было как раз, можно сказать, накануне вашей ночной консультации в молодежном. Но, Это совпадение было, это не подстроено. я не говорю, что подстроено. Ну, я просто шучу, говорю, я просто что, вам утрирую, я просто, шучу. скажем так, по интернет-влиянию, да, на аудиторию, просмотр высказываний господина Мельника, знаете, если у вас то, что вы делали вы в молодежном ночные консультации, то Мельник свои высказывания назвал детскими, как там, детскими типа обзывалками, да, нас так в детстве Это, к слову, называли. Чувырла. Да, все остальные слова он не прокомментировал. Но, тем не менее, ваша консультация, она вытеснила из информационного поля действия Мельника. Хотя, Значит, мы на правильном пути. то есть вы по отбеливанию Мельника. Я не по отбеливанию мельника. По-моему, меня уже обвинить в отбеливании мельника, но никто не может. Ну так эта ситуация за то, что про нее все забыли после того, как в Крыму начались ночные консультации. Ну, вам же никто не мешал вашего коллегу не забыть, который боится жить на окраине, подавать в суд на мельника, потому что он живет на окраине один, его никто не охраняет. Подождите, вам же никто не помешал. Вам же никто не мешает. Общественникам, которые работают в редакции, в том числе и в крымско-татарской, то есть защитить журналиста и высказаться по этому поводу. А вам А же если никто он не напишет мешает запрос лишить... вам, например, лично, да, чтобы Пожалуйста. вы защитили его, и, например, несколько членов Федерации греко-римской борьбы будут охранять его? Я же физически не могу защищать, вы поймите, да, предоставлять условия. Я готов с ним ездить на встречи, сопровождать Это его на такие вопросы, на Физически? пресс-конференции, где к нему могут там какие-то быть острые какие-то моменты. Там. Подождите, как, ну, ваша молодежная консультация и дома, молодежи да, тоже тоже была не физически. виртуальная, да? Мы же как не бы, охраняли их. Вы же не силой мысли Мы же сносили их не охраняли. стены. Мы же их не охраняли. Это абсолютно на бесплатной основе. Люди собрались помочь конкретным Подождите, гражданам. Ну, на бесплатной А основе. журналиста Шафет охранять, Тугани это, его. журналиста охранять это с утра до вечера работа конкретных людей, которые должны есть, спать где-то, да, возить его, то есть как бы где-то. Это конкретная работа, да, которая не рассматривается с точки зрения того, что я в состоянии обеспечить всем гражданам, которые нуждаются в физическую защиту. То есть ребята, которые в молодежном сносили дома, им не нужно ни есть, ни спать, и это не была совершенно конкретная работа. Это время заняло 2 часа времени, то есть как бы они были поевшие и поспавшие. То есть как вы бы, да, готовы- и затрат, то есть как бы эта акция никаких между собой никаких не несла. Абсолютно. Это такой прагматичный подход, да? В Так, каких подождите, Ну, акциях мы прагматичный, участвуем? причем тут прагматичный подход? Ну, я тут не могу платить решить, надо, тут я не не могу надо, тут решить, бесплатно, я не тут могу платно. решить, я не могу Подождите. решить все проблемы. Ну, У меня нет своей частной, допустим, как у других депутатов, охранной структуры, чтобы я мог к нему их У вас есть представить. Федерация греко-римской борьбы. Зачем Я вам же, структура? послушайте, у нас же нет там спортсменов, которые там соберутся там куда-то идти по приказанию президента Федерации что-либо громить и крушить. Неужели? И вопросы тогда же не ставить. Ну там же у меня 70% спортсменов Федерации крымские татары, да? То есть если уже с того, то есть как бы мы Почему приказу начнем. разгромили молодежное? Кто говорит? Слово погром уберите вообще с лексики. что это было? Разбор? Свои, непосредственно свои здания и сооружения демонтируют, принадлежащие им лично. Пусть сейчас придут заявители, которые вот сегодня в милицию там должны прийти, по идее, в прокуратуру, и покажут документы, на основании которых эти здания принадлежат им. Для того, чтобы вы могли применять к этому действию термин погром. Понимаете? Сергей Валерьевич, вот вам, как вам рост
популярности партии «Свобода» в Украине? Я считаю, что за свободу вот на этих выборах голосовали как раз те, кто должен был голосовать против всех, да. То есть вот с точки зрения, допустим, людей, которые хотели увидеть, ну, какой-то деструктив в парламенте, да, там, и как бы насолить, в том числе, там, действующей власти, то есть, как бы, всем остальным. Вот они считали, что это достаточно. Давайте без, Я думаю, что они без этого разочаровались. политологического вывода. Вот вам, какой вывод? А какой я должен сделать вывод? политически вам нравится, вот какие они пассионарии, как они вот добиваются своих целей без, иногда без больших финансов. С точки даже зрения порой. консолидации своих действий мне нравится. С точки зрения идеологии я ее не принимаю. И вот Категорически. есть видео из сегодняшнего, киевское видео, нам режиссеры сейчас покажут, как «Свобода» решила... Это я смотрел. Да? Да. Вот как? А вам? вы так готовы решать вопросы? Если, конечно, если коснется дела нашего, Мы значит, для телезрителей объясним. Это если коснется дела, это будет забор вопрос. вокруг Верховной Рады, который появился пару лет назад. Его однажды попытались так невнятно снести, но Да. вот «Свобода» это сделала внятно. Вот вы В поддерживаете? этой части поддерживаю. Поддерживаете. Да. Ну вот «Свобода» она тоже... Что снесли забор. Скажем, снести в Конче-Заспе, да, какие-то там самозахваты, или в Величанском лесу под Киевом, где 4000 гектаров «Свобода», наверное, пока еще не готова. А вот такие эффектные действия, которые покажут все телеканалы и поднимут на пару процентов рейтинг «Свободы» еще уже в центральной Украине, а возможно даже в восточной, «Свобода» может. И поэтому у меня подозрение, что вот в Кедр и даже в Севастополь к Александру Януковичу вы не сможете, а в Яшлык сможете всегда. И без решения суда. Это ваше мнение. А вы меня сможете? Это ваше переубедите, мнение. переубедите меня. Когда вы мне дадите юридическую ситуацию о том, что имеет место конкретный факт, вот что взяли, украли, вывезли, согласно то есть чего-то, то есть поверьте, я этот вопрос озвучу. Вот для прокуратуры не нужны обязательно заявления, хотя что нужно? для прокуратуры иногда информация, озвученная в средствах массовой информации, не иногда, всегда, Является поводом для того, чтобы Конечно. прокуратура поинтересовалась. Вот журналист-расследователь, я вам говорил в начале программы, да, это один из топовых журналистов-расследователей в этой стране, Татьяна Черновол, написала об этих пушках, символе русской победы. Символа русской победы. Я не читал, к сожалению, эту статью Татьяны Поинтересуйтесь, Черновол. погуглите. Я интересуюсь. И можно сказать, что почитав, вы поедете на эту дачку и поставите эти... Если там будет указано в решении суда, что там конкретной не будет гражданке, А вы верите, конкретной гражданке, что будет снести конкретное место, эти граждане пусть обращаются к нам, и мы будем действовать, поверьте, не критиковать, невзирая на лица. Но подменять собой органы государственной власти, прокурора, я не могу провести сегодня расследование. Я не милиция сегодня для того, чтобы вынести по конкретному факту там, осуждение или, допустим, принятие какого-то законного решения. Спасибо большое. Это был Сергей Аксенов, лидер партии «Русское единство», который готов подменять пока не все органы власти, а только судебных исполнителей. До следующей среды.